Ну, теперь переходим к главной теме, и сразу скажу, у нас сегодня совсем скоро будет наш гость, уважаемый, дорогой, на скайпе Дэн Берич, который сейчас проходит восстановительный период. Я его давно не видел, буду вот разговаривать вместе с вами, буду ругаться на него, потому что он опять собирается воевать, при том, что он только что после ранения еще не восстановился, ему в холод вообще воевать нельзя. Ну, давайте с ним тоже пообщаемся. Но Деки прямо сейчас регистрируется, у него очередной телефон на войне сгорел с установленным скайпом. Он сейчас регистрирует новый, буду вводить. В общем, готовьте ему вопросы, потому что я не знаю, ну, с женой его только разговариваю. У него, кстати, день рождения у Деки на следующей неделе. Сейчас скажу точно когда. Представляете, вот друг точную дату не помнит. Ничего себе. Ругайте меня за это. Есть у меня такая история. У него, ну как, воскресенье день рождения, 23 числа. Готовьтесь его поздравлять. А он после очередного ранения, после контузии, со страшными головными болями, терял зрение на сутки. И не восстановился, естественно. Собирается опять на войну. Ну, ладно. Сейчас скайп выйдет, все ему выскажем на эту тему вместе с вами. Надеюсь, вы меня поддержите. Да, вот так, друзья. И вы правильно меня поправили. Ну, конечно же, не 23, а 23 сегодня. У меня уже, если честно, голова не сильно соображает. Неделя была очень насыщенная. 25 числа у Деки день рождения. И вот он сказал, что скайп он так не смог установить, но я буду ему звонить по телеграмму. И выведу его обязательно в наш эфир. Деки, привет, если слышишь меня, включи, пожалуйста, камеру. Тебя уже слышат, но еще пока не видит наши зрители. Ты меня нормально слышишь? Я слышу тебя. Да, а мы тебя хотим еще и увидеть. Я сейчас поругался на тебя нашим зрителям за то, что ты собираешься опять воевать, ехать после ранения очередного. Всем сказал, что у тебя в воскресенье день рождения, так что жди поздравлений в воскресенье от всех нас. Заранее поздравлять не будем. Спасибо. Но камеру включай. Хотим тебя увидеть и показать. Вот, Деки, привет. Тебя все видят. Да, ты в эфире, тебя все видят. Да. Слушай, брат, я тебя давно не видел и вижу, что ты не восстановился. Ну, куда ты опять на фронт лезешь? Ну, не еще. Еще надо полечиться. Говорят, где-то 1,5-2 месяца, потом посмотрим дальше. Ну, есть задание, которое мало кто может выполнить. Просьба сегодня была вернуться, делать, так что, ну, отказаться сложно, особенно сейчас, когда мобилизация в России, а я буду сидеть дома, как-то не очень. Ну, ты еще не восстановился. Ты после контузии. Извини, но я рассказывал вот нашим зрителям, потому что спрашивали, где Деки, куда пропал. Ну, расскажи вот последнее. Вот, что это за контузия была, где ты получил, где обстреливали, в каком масштабе и почему ты не восстановился? И дома. Почему ты сбежал из госпиталя в очередной раз? Ну, я не сбежал, я попросил, чтобы ушел. Это было на Маринке. Ну, там прилетело так близко, несколько бойцов погибло. Меня ничего не зацепило. Но хочу поблагодарить и тоже человеку, который отправил бронежилет и каску «Ратник 3», потому что они прям защитили хорошо. Но немножко как-то эти внутренние органы немножко испортило, проблемы с тем. Ну и контузия. Там ноги не работали полдня, 2 дня ригал, ну потом эвакуировали на больницу Вишневского. Вот и там ремонт делали. Так что будет лучше. Сейчас лекарства пью, Лена дома лечит. Так что нормально. Да. Будет. Когда навоюешься, уже хочется спросить, и когда уже... Да я навоевался, но видишь, сейчас каждый ствол нужен, каждый человек нужен, потому что мы эти территории, которые потеряли там, возле Харькова, не потеряли, потому что там плохие бойцы стояли, просто потеряли, потому что людей не хватило. Вот я
хорошо знаю, как мы их забирали, сколько крови сдали за это, сколько жизней дали, сколько долго забирали, а они их вернули за 4 дня, потому что тупо у нас не хватало людей. Как считаешь, вот та частичная мобилизация, которая сейчас идет по России, 300 тысяч человек, хватит этого? Да, хватит, больше, но достаточно. Но я не согласен, что надо делать и частично. Надо делать общую мобилизацию. И в первую очередь надо забрать эти люди, которые были в СОБРу, там в этим ОМОНу и другим силовым структурами, которые уволились сразу, когда началась спецоперация. Вот пока было пользу от государства, когда почти ничего не работали, получали зарплату, им было хорошо. Когда надо защитить родину, когда надо оправдать этот русский паспорт, что ты русский человек, а они свалили. Вот я бы в первую очередь их позабирал и отвез на передовой. Вот, а Ну, со частичной мобилизацией это не сделается. Деки говорит про тех ребят, которые, когда началась специальная военная операция 24 февраля, поувольнялись из подразделений Да, да, и сказали, что да ну нафиг, на всякий случай я лучше заранее уволюсь. Таких, к сожалению, немало. Деки, расскажи, что происходит на фронтах. Ну, на нашем направлении, там, где мои ребята стоят, потихоньку движутся вперед. Потихоньку, но движутся. Может быть, могли и быстрее, но как и раньше, что командование не разрешало, пока артиллерия не сделала много чего, в принципе, хорошо. Ну, Харьковское направление, все видимо, что происходит. Там огромные силы украинской армии, у нас мало людей, и эти люди, которые там есть, наши бойцы, вот это ну, я не могу сказать, что они герои, потому что это очень слабое слово. Но надо что-то такое посильнее за это, что они делали, особенно эти, которые ну, просто полицейский спецназ, который сражался ну, по своим мерками военного искусства, когда на пехоту наступают танки, тяжелая артиллерия, они должны уступать. А на самом деле они сражались и ушли со несколько раненых. Это показывает, сколько большая разница у нас и у них. Это, что я всегда говорил, они не научили воеваться, они умеют сражаться артиллерией, это научили хорошо, у них большая ненависть, а здесь у них наемники просто с другой стороны, их много, сейчас очень много, это видно по роликам, но это не оправдывает то, что мы потеряли территории. Все равно, кто пришел с другой стороны, мы с ними были должны сражаться и выиграть. Проблем, я и дальше говорю, в этом, что мало людей было. И ты считаешь, что 300 тысяч, которые сейчас частичной мобилизации подлежат, у них 2 недели на подготовку, и потом они окажутся на фронте, этого будет достаточно? Ну, ты знаешь, как сейчас пригласили намного больше людей, но 300 тысяч. Там, наверное, будет фильтрация, кто подходит, кто не подходит, потому что приглашали всех. Там приглашали инвалидов и много разных. Кто Я повестки надеюсь, получил? что Ты это... имеешь в виду, кто получил повестки? Это не Да, значит, что да, еще да, да. мобилизовали, но мобилизируют именно 300 тысяч, как нам обещали, по крайней мере. Ну, знаешь как, я думаю, что это сначала хватит, но если мы хотим выиграть войну, нужно побольше людей. Потому что с начала войны у них было большое преимущество артиллерии, которое сейчас уменьшилось. Если с начала войны нам и подходило, чтобы было меньше людей, чтобы, ну да скажем так, провоцировать и действия их артиллерии, потом их находить и уничтожать, сейчас ведь нужно больше количество людей, чтобы заняли снова позиции, которые потеряли, и чтобы двигались вперед. Так что думаю, да после этой мобилизации должна быть еще одна, которая будет больше скоординирована. Но я сегодня по дороге был в Москве, надо было что-то обсудить, и там смотрел Юрия Подоляку, и так неутешительно рассказывал, как происходит мобилизация сейчас в России. Я надеюсь, что его услышали люди из Следственного комитета или из Генпрокуратуры, потому что правда, что он говорит, это происходит в Донецку. Почему я это говорю? Потому что в Донецку можно просто отдать деньги у военкомат и
vi kupiti sebi taj, kak nazivается to, no, što bi ne služiti, što bi ne bili mobilizirani. Ну, либо Комисовать отсрочку, se. либо комиссовать, да. Da. I ja надеюсь, но я доложил, да нужно, надеюсь, что люди, которые занимаются этим в Донецку, заберут и повесят где-то на площади Ленина. Потому что все это, что делают, это не просто там кого-то комиссовали, просто они, потому что этих здоровых людей отпустили, они приглашают инвалидов там второй и третьей категории, у которых нет деньги откупить себя, и их отправляют как мобилизированные. Это просто цепочка, у которой, если что-то делаешь неправильно, она начинает ломаться. Честно Так признайся, что тебя именно это задание просили сделать, для этого тебе нужно вернуться, чтобы разобраться с этими, кто взятки берет? нет, не по своей профессии. А по этому вопросу это просто решить за 3 дня, если есть желание. Но это не делают люди, с которыми я работаю. У нас совсем другие задачи. А, Это запросто можно сделать и зачислить, и ко делали, что делали, сколько деньги забирали. Это все очень просто, если есть желание. Очень просто. Согласен, но главное, чтобы было желание, политическая воля, и я сегодня уже объяснял, да, тут тоже нельзя по объективным причинам на военкоматы прям всю вину спихивать, потому что им сверху спустили план и сказали, как хотите, так и крутитесь и вертитесь, они крутятся и вертятся. При этом у них до этого буквально не так давно прошло сокращение штата чуть ли не на 2/3, и, какая разница, надо задачу решать в соответствии с законом. Деки, Вот сейчас надо находить и ко скратил эти штаты. Это тоже люди, которые... Это, знаешь как, иногда кажется, да люди делают правильные вещи, а на самом деле они все делают так, чтобы было потом плохо. Это люди делают, которые не хотят хорошее государство. Понимаешь, война идет, и все знали, что война будет между Россией и НАТО. Это война реально сейчас между Россией и НАТО, и они сокращают штатки. Это надо искать и предателей внутрь, с людьми, с которыми сражается, с другой стороны прицела или которые работают другу, это очень просто. А с этим внутрь государства, с ними надо разбираться. Вот их надо победить, и потом все будет намного проще. Люди спрашивают твое отношение к обмену пленными, что мы вернули 55 наших военнослужащих, а отдали 200, по-моему, 200, да, бойцов Азова, включая командиров. Но при этом отдали командиров в Турцию, а не на Украину. И Эрдоган сказал, что мы вернем на Украину только после завершения войны. Значит, снова их вернут в Россию. Я эту версию высказал сегодня, а ты сразу догадался, что так будет. Но на самом деле, вот у тебя нет внутри ощущения, что где-то обманули. Смотри. Я в прошлый раз, когда был обмен пленных, мы разговаривали об этом, и я свое мнение не поменял. Я бы за 55 наших дал 550 ихних. Но всегда есть какой-то но. Это, которые обвинили на смертный приговор, надо было расстрелять. Согласен. Потому что это сейчас унижение ДНР, унижение России. Я не знаю, кто занимался преговорами, но это очень плохие преговорщики. И оправдывать это, что дали эти командиры с этим, что спасли 55 наших людей, думаю, что смысла нет. Потому что если бы их сразу расстреляли, когда принесли смертный приговор, тогда бы украинцы не могли вообще, украинцы или кто ведь занимался этим преговорами, мы все знаем, что украинцы минимально вообще имеют как возможности приносить решения сейчас на Украине. У них не бы было возможности обсуждать обмен этих людей, потому что они расстреляны, их нет. Так что я честно за это, чтобы за наши давали и 10, и 20, и 50 украинцев, потому что их у плен очень много. Но если ведь вынесли смертный приговор, вот тогда его выполните. Что мы показали с этим? Показали, что мы недоследны как люди, недоследны как государство, система неправильно устроена, потому что вот человек, который в магазину забрал там, не знаю, 2 бутылки водки, он 5 лет сидит. А это, который расстреливал
раненые русские солдаты, и его просто так отпустили. Нельзя так делать. Это очень плохо. Я разговаривал с ребятами, которые на передовой, у них очень плохое отношение к этому. Все согласны с этим, что я говорил, что вот сколько нужно надо давать и наших забирать из плена. Но если ведь принесли приговор, его надо выполнить. Это все другое, это все неправильно. И я никак не согласен с этим, что надо было, ну, надо было их расстрелять их сразу. Значит, вот принесли приговор, прошел 1 месяц, все. Пушилин тут обосрался, сделал все неправильно по полной программе, как и люди, которые проговаривали об этом. Открою тебе Это небольшой очень... секрет. Человек, которого ты сейчас назвал, к обмену имеет очень-очень-очень далекое отношение. Подожди, кто обвинил эти люди и кто судил на смертный приговор? Донецкая республика. Суд Донецкой Народной Республики. Хорошо. Кто президент Донецкой Народной Республики? Я сейчас могу тебе прочитать лекцию о системе разделения властей, которая в теории должна работать, но все понимают. Но судебная власть не подчиняется, по закону, исполнительной власти. Но мы имеем то, что имеем. Все понимают. Я с тобой согласен полностью, спорить не буду, все понимают. К Медведчуку как относишься, то, что его нам отдали? Он за ничего не нужен. Мне простый пехотинец, которого вот мобилизировали, которого забрали, они в плен, наш ДНРовский стоит как 10 Медведчука. Он за меня и как за большинство людей вообще ничего не значит. Но если вот его сейчас вeć обменяли, его, наверное, он bude заходить вот к тебе передачу и на druge передачи, рассказывать о много чему, вот тогда bude какой-то польза от него. А по-другому, ничего нет. Это просто такое. Знаешь, есть футболисты, которые играют в футбол, закончили свою карьеру, и они больше никому не нужны. Могу что-то работать и там у раздевалки собирать мяче, мити форму там стирати. Вот так и он сейчас примерно в таком уровне будет. Ты у нас в эфире рубишь правду матку, людям нравится то, что ты говоришь, и мне нравится, что ты говоришь. Я всегда говорю правду, и многим не нравится. И тебе не нравилось иногда, когда говорим правду. Помнишь, когда была у нас, у тебя была полит Россия там в кафешке, когда сидели? Когда американцу сказал, что Америка это просто люди, это просто рабочие, которые работают на бизнес, который рулит Америкой. И да у американца нет мозга, это понятно. Я видел по твоему лицу, что тебе было как-то не так удобно, что я так с ним говорил, но так и есть. Вот сейчас все показалось, что я говорил, что вот прям так и правда. Люди многие пишут: Деки, давай во власть уже иди, избирайся, нам нужна такая власть. Нет, пока не разрешен НКВД, и там СМЕРШ, какой власть Деки не надо. А в СМЕРШ пойдешь? Пойду. Все, договорились. Твое отношение к референдуму, насколько ситуация изменится после того, как республики плюс Херсонская, Запорожская области станут Российской Федерацией? Веришь ли ты в то, что это как-то остановит Зеленского, нацистов и Запад в целом? Я как... Извиняюсь. Я как говорил, украинцы мало что решают, и Зеленский мало что решает. Он болтает, это что ему рассказывают. Он, за разницу от Байдена, который читает, что ему написали, Зеленский это учит наизусть, и потому похоже, да он что-то решает, там и приносит какое решение. На самом деле ничего не решает, будет так, как Запад решит. Но много чего поменяется. Я разговаривал, вот сейчас, когда лежал на Вишневского, у госпиталу, там, подъезжали какие-то офицеры, там разговаривали, про референдум тоже разговаривали. Говорят, они обстреливают Белгородскую область, там, не знаю, какую, Курскую, сказали. Да, но это все маленькие обстрелы. Вот когда Донецк, Запорожье, Херсонская область, Луганска будут в составе России, обстрелы, которые идут сейчас, они усиливаются,
и тогда Rusija bude делати по-другому. Mi должны понять, что сейчас не говоримо о проиграним битвами. Знаешь, когда наши начали отходить sa izumskog направления, обидно было. Вот мне лично было обидно, потому что я был там и понимаю, сколько мы это трудно забрали все. Но с другой стороны, считал, что это совсем правильно, потому что лучше отвести людей, сохранить этих людей, а потом, когда все наладится как положено, будем снова двигаться вперед. Если бы мы там, наши люди, которые там стояли в полностью на смерть, если там наступает там 30%, на 300% больше врагов, лучше отступить. Обидно, конечно. Но тоже я разговаривал с местными, с которыми познакомился на изюмском направлении. Им свим давали возможность пойти со нашим. Значит, обеспечили и транспорт, и все, но некоторые решили оставаться. Ты про гражданские говоришь? Про гражданских говорю, да. Так что, эти, которые попали, да так скажем, под нацисты сейчас и издеваются над ними, делимично они сами виновни за это. У них была возможность, обеспечен транспорт, все было, уезжай, спаси свою жизнь, потом вернешься там, что тебе из дома заберут, там своруют холодильник или телевизор, это все купится, жизнь не вернется назад. Так что надо было отходить с нашей армии, когда они давали возможность. И у всем этом, что было, это, когда наши отступали, тут я не знаю, кто приносил решение, но это самое правильное, что могли сделать. Обидно, но правильно. Так что война такая, где-то выигрыш, где-то проигрыш. Самое не важно, сколько битв в войне выиграешь, важно выиграть и войну. А война выиграется стратегически. Вот и наши сейчас, Путин и люди около его, надеюсь, около его, да не делает это только он, делаю очень правильное решение, это ведь годами видно. 10-15 лет Запад просто с ума сходит, потому что они не могут прогнозировать, что следующее Путин сделает. И это референдум, он не просто так. Он должен что-то поменять, и я уверен, что Путин знает, наверное, 5 шагов вперед, что будет. Так что я не сомневаюсь, что он принесет лучше, да что-то поменяется, и наконец-то мы вводим специальную военную операцию, а украинцы воюют. Что наконец-то начнем и мы воевать. И вот тогда все будет по-другому. Да, тем более уже на высоком уровне эксперты обсуждают, что после принятия территории статус специальной военной операции почти гарантированно изменится. Только спорят, что это будет, контртеррористическая операция на территории Российской Федерации, либо это будет война прямая. Ну ладно, это поживем увидим. Вучич, я знаю, как ты к нему относишься. Ты его не любишь за его двуличность и непоследовательность, что он пытается на двух стульях усидеть. Но на Совете Безопасности в ООН он выступил жестко и поддержал нас, и показал Западу на примере Косово о том, что стоят их слова. После заявления Вучича в Совете Безопасности ООН, твое мнение о нем изменилось как-то? Не, мое мнение ему не изменилось, потому что я Вучича знаю намного лучше, но вы. Но это, что он не только на последнем сейчас, когда говорил Совету Безопасности Объединенных Наций, но ведь несколько его высказываний говорят, что он, начиная с одного стула, он сидел на 2-3 стула, он сидел, что он начинает потихоньку двигаться в правильном направлении. Вучич, он играет, как ему подходит. Я ведь говорил, что его Запад держит за яйца очень жестко. Вот, например, он наш доброволец, серб, у которого есть русское гражданство, российское гражданство, вернулся в Сербию, и его обвинили за участие в войне. В это же время серби, которые сражаются в американском ЧВК и которые есть на территории Украины, они спокойно уезжают, возвращаются, их никто не трогает.
есть офицери Серби, которые в французском легиону служат, которые обучали украинские солдаты, они спокойно уезжают, возвращаются в Сербию. Также бойцы из Боснии, которые в ИГИЛу сражаются, они тоже спокойно через Белградский аэропорт уезжают туда-сюда. Так что пока они не поменяют это отношение, я говорю, что он нехороший человек. Вот что Но тебе я двигаться говорил. в нужном направлении он стал. Стал, да. И это уважаю, знаешь. Если человек делает что-то хорошее, мы можем его любить или не любить, но надо признаваться, что он делает хорошо. И он говорил, это что есть, так и есть. Это правда, что он говорил. А помнишь, когда я подключился у вас в эфире и говорил, что все на границе с Косовом, что происходит с гей-парада. Вы тогда на меня смотрели как на дурака. Мы никогда на тебя не смотрим, как на дурака. Смотрели, и ты, Олеся, смотрели. Говорили, что это говорит, какой гей-парад, там война на границе. Вот все, гей-парад провели в Сербии, и что случилось? Проблема больше нету на границе Сербии и Косова. И что интересно, гей-парад у нас МВД не разрешило, но все равно премьер Сербии Ана Брнабич его провела, значи за ее закон, конституция, это ничего не стоит. Ko u nas prezident тогда, Ана Брнабич или Vučić. Вот об этом я говорю. Он человек, который достаточно неправильных дела делает. Так что бы я сказал, что он хороший, он должен делать больше правильного, но неправильного. Но пока он делает больше неправильного. Но за это, что начал менять свое... Я не могу сказать свое отношение к России, потому что у его к России всегда было хорошее отношение. Но свое отношение к миру, вот он начал менять. Вот он тут говорит, а несколько дней назад его жена разговаривала со женой Зеленского и сказала, что Сербия стоит uz Украину и что Сербия и дальше будет помогать Украине, как что помогала. Надо понимать, что Сербия и дальше Украине продает БК, за за СССР-овское вооружение. Это один самолет, что упал, я думаю, не упал случайно, который транспортировал. Но они дальше продают. Так что, знаешь, у нас в Сербии есть такая поговорка. Если корова дает много молока, а потом ногом дернется, и это ведро с молоком прольет, это плохая корова. Согласен, хорошая поговорка у тебя. Вопрос по поводу ЧВК «Вагнер» и уголовников. Тебя давно просто в эфирах не было, вопросов много. Как ты относишься к тому, что их уже, по сути, открыто заключенных призывают в ЧВК «Вагнер»? Многие, ну не многие, есть определенная часть нашей аудитории, которая этому возмутилась. Как так? Это незаконно, это неправильно, они там что-то навоюют. Твое к этому отношение, насколько хорошо люди, прошедшие места не столь отдаленных, реализуют себя на фронтах, и бывают ли случаи, когда они, стреляют в спину, например? Вот смотри, с нами в 2014 году были зеки в ДНР. Это зеки как, они их обвинила еще Украина, потом, когда, наши, когда заняли Донецк, тогда были там, не могу сейчас имена вспомнить, но им дали возможность, мы вас пустим из тюрьмы, если вы будете сражаться за Донецкую республику. Извини, наверное, вот, например, пример Владлен Татарский, он один из таких людей. Владлен Татарский это кто такой? Известный телеграм-канал, Владлен Татарский, зовут его Максим. Фамилия... Да, знаю, да. Он один из этих. Да. Я не знал, но эти люди сражались, и я один раз, прошло некоторое время с Захарченко, что-то разговаривали, я ему говорю, он говорит, что ты думаешь про этих зеков, если еще таких есть, дай, пожалуйста, еще 2 батальона сделать, потому что они реально сражались очень хорошо, в спину не стреляли никогда. Вот, и многие от них, не многие, но некоторые от них сейчас и командиры, и svi забили, что они были зеки, и они как сражались с первого дня, сражаются и сегодня. Я несколько минут назад сказал, что человек забрал 2 бутылки водки, и он получил несколько года. Вот, к сожалению, закон такой. А люди, которые воруют миллиарды, они
как-то не попадают в тюрьму. Но много заключенных есть, которые, своровали что-то маленькое, получил тюрьму. Сделали какое-то преступление, получил тюрьму. Я надеюсь просто, что эти, которые за убийство сидят, за педофилию, что их не освобождают. А люди, которые сделали уголовное дело, и у них, например, 5, 6, 10 лет, не знаю, я ничего против этого не имею. Особенно поэтому, что ведь опыт есть с 2014 года, и я своими глазами видел, как эти люди сражались. И особенно если к Вагнеру приеду, я не в курсе этого, честно сказать. Но если принесли такое решение, я считаю, что это правильно. Конечно, не освобождать этих, которые сидят там за убийство, за насилование, за, не знаю, педофилию, потому что, наверное, с такими там сами наши разоберутся. Согласен. Я тебе покажу потом отдельно ролик. Там даже есть видео, где Евгений Пригожин лично приезжает в колонию и со звездой Героя России, со звездой Героя Донецкой Народной Республики рассказывает, инструктирует их. И вот все, о чем ты рассказываешь, что можно делать, что нельзя, какое наказание, он все четко расписывает по полочкам. Вот. А он герой Донецкой республики, что ли? Судя по фотографиям, которые я видел, у него висит звезда Героя ДНР. Ничего себе, молодец. Много сделал, согласись. ЧВК Вагнера легендарное подразделение. Нет, я вообще не против. Если бы больше было таких, было бы намного лучше. Я всегда это говорил, что такие конторы, они очень нужны. По какой причине? Потому что частная военная компания, она делает много хороших дел. Вот у нас есть срочники, есть контрактники, вообще-то в армии. Но в эти люди много, они как-то сражаются. Есть люди, которые просто служат в армии, а есть люди, которые выбрали профессию солдата, и они согласны воевать, и неважно где, и неважно в каких условиях. Это первое. И это очень важно каждому государству. Вот у Китая сейчас самая большая ЧВК в мире вообще-то. Другое дело. Россия, к сожалению, постоянно воюет. И будет воевать, потому что Запад, он ее хочет уничтожить, и придется сражаться, если не хочешь, чтобы твое государство пропало. Эти войны длятся там 2 года, 3 года, 5, неважно сколько, но после войны есть куча людей, которые себя не могут найти в мирной жизни. Они остаются либо алкоголики, либо наркоманы, либо криминальцы. А если есть ЧВК, они себе могут найти, могут просто жить и дальше, как жили раньше. И это по мне вторая функция ЧВК, которая не менее важна, но сражение на бойном поле. Потому что все эти люди, которые не могут себя найти в гражданской жизни, они их просто собирают на одно место, и они дальше выполняют задачи за государство, которые нужны, но и сами дальше живут так, как хотят жить. Смотри, ты вспомнил одну поговорку, наши зрители еще вспомнили одну из сербскую. Скажи, правда это или нет, что сербы говорят, что население Сербии чуть меньше 9 миллионов, а вместе с Россией более 150 миллионов. Но не так. У нас такая поговорка. Нас и русских 200 миллионов, а без русских пол грузовика. Суть так. Последний вопрос тебе, потому что ты просил тебя отпустить пораньше, потому что ты еще не до конца восстановился. Я уставший, мне так сильно постоянно голова болит, шум в ушах, и я спать не могу. И тогда, когда мне просто хочется, надо поспать час-два, потом просыпаюсь, потом снова долго не могу заспать. И мне прям вот глаза закрывались, как ты написал, давай, мне надо в стрим, я забил. Если сказал, надо делать. Последний вопрос. Что бы ты сказал тем русским мужчинам, если их можно назвать мужчинами, которые пытаются сбежать сейчас за границу, чтобы не попасть под частичную мобилизацию? Ой, вот в таких моментах я бы хотел заниматься
каким-то постом в правительстве, который много что решает. Почему? Потому что бы вот сейчас, например, если бы я был каким-то депутатом, я бы сделал, ну, как это скажешь, по српskom se kaže, ну, я в Сербии занимался политикой, так что на српskom много чего знаю сказать, на русском сложно. Ну, принести уредбу закона, закон какой-то. Каждый, который свалил из России сейчас, когда трудно, по возвращению таким людям нельзя давать работу в государственных предприятиях от слова совсем. Вообще нигде. Значит, может работать и максимум как коммунальщик. Вот ты русский гражданин, гражданин Российской Федерации, когда все хорошо, когда все получаешь, когда там ссоришься, потому что коммуналка большая, потому что хочешь, чтобы государство тебе дало больше денег там, за первого ребенка, за второго ребенка, чтобы кредит за машину был меньше. И большинство этого Россия дает за разницу от многих европейских государств, хотели мы то признать или нет. И сейчас, когда ты должен что-то отдать за свою родину, а ты свалил. Вот я такие люди, но я не могу сказать, чтобы их не запускал назад. Надо их запустить. Но они граждане тут. А это, что они трусы, это одно дело. Но им надо дать работу, которая достойна их поведению на сегодняшний день. Хорошее мнение. Я слабо себе представляю, как это реализовать на уровне закона, но подход Ну, работодателей мне кажется, должен это быть надо таким. Прилепину подсказать. Там есть Дмитрий Кузнецов в Думе, можно что-то попробовать сделать по этому вопросу. Жалко, что Жириновский не жив. Ну, у нас такие хорошие разговоры были. Но он бы точно, такой закон бы он точно принес и 100%. Так что... Посмотрим, может быть, и нынешний состав Государственной Думы что-нибудь подобное предложит. Деки, отпускаем тебя. Спасибо большое. Дэйн Берич был с нами в прямом эфире. Пока. Спасибо, что Отдыхай. пригласил. Отдыхай, Всех самого. восстанавливайся. Счастливо.